Сталин и его скифский проект. В ярких тонах о мировосприятии и этнической принадлежности Иосифа Сталина писали как его соратники, так и идеологические противники. Здесь достаточно вспомнить и о широкой груди осетина Осипа Мандельштама, и о, по взглядам он был марксистом, по чувствам и духовным потребностям, сыном осетина Бесо из Дидо-Лило. Грубая, неотесанная фигура, как и все осетины, живущие в высоких Кавказских горах. Льва Троицкого Бронштейна. Книга «Сталин». В том же ряду стоит руководитель Коминтерна Григорий Зиновьев, называвший Сталина кровавым осетином, и другие видные деятели большевистской партии. Грузинские писатели Рабакидзе и Ремишвили в своих произведениях объясняли якобы грубый, жестокий характер Сталина его осетинским происхождением. В подтверждение этого один из них писал: «Горцы Осетии известны своими вендеттами». То есть люди, непосредственно знавшие Иосифа Виссарионовича, не делали из его осетинского происхождения никакой тайны. Причем последний никогда эти высказывания своих современников о себе не опровергал. Вторит выше приведенным свидетельством профессор филологии Оксфордского университета Борис Унбегаун, писавший в своей книге «Русские фамилии» о том, что Джугашвили – это грузинская фамилия осетинского происхождения. И это только малая часть свидетельств об этнической принадлежности Сталина к аланскому народу. Мы здесь преднамеренно не приводим многочисленные работы аланских исследователей, которые вполне закономерно пришли к тем же выводам по данному вопросу. О глубинном проникновении Иосифа Сталина еще в юном возрасте в сакральные смыслы иронской, арийской нартиады, о его духовном родстве с заключенными в ней знаками, символами и именами, о его слитности с героикой североиранского мировоззрения Ирон Ахдау свидетельствует отданное им прямое указание партийному руководству Северной Осетии незамедлительно организовать сбор устных сказаний о деяниях нартов, детях солнца, и опубликовать их сводный литературный текст. Казалось бы, страна живет в максимальном напряжении всех своих сил. Еще далека от своего завершения Сталинградская битва, положившая начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. А верховный главнокомандующий ставит столь неординарную задачу. В этом решении, приведшем к изданию нартского эпоса, во всей своей полноте проявилась специфика этнопсихологии Иосифа Сталина, в основе которой лежала героика исторического наследия североиранского суперэтноса – Кимера Скифа Сармата Алан. Таким нетривиальным способом им был открыт широкий доступ к священным текстам иронской нартиады как для граждан возрождающейся скифской державы, так и для всего человечества. Солнечные герои нарты, их небесные покровители, дух воинственных предков, чьи образы уходят далеко за черту нового летоисчисления. Вот та мировоззренческая основа, позволившая Иосифу Сталину создать сверхдержаву СССР. Соответственно, для представителя царского иронского дома Сидамонта, которому принадлежал Иосиф Сталин, как и для всех представителей ир-ас-аланского народа, Россия никогда не выступала в качестве чужой территории. Она закономерно олицетворялась и олицетворяется ими сегодня с прародиной предков, останки которых покоятся в священных курганах от Северного Китая до Карпат. Сказанное распространимо и на Закавказье, поскольку, как известно, представители скифо-сарматских родов, а именно Фарнаваз, Саурмак, Асфагур, Фарсман и другие, выступили основателями царских династий в южных областях Алании, одна из которых сегодня именуется Грузией. Вышеизложенное совершенно естественно привело Сталина к восприятию России не в качестве некого придатка Востока или Запада, а в качестве самодостаточной и самоценной евразийской державы. Поэтому проводимую им на протяжении 30 лет государственную и международную политику следует условно обозначить новым политологическим понятием «скифский проект Сталина». Реализация этого проекта предполагала построение общества равных возможностей через формирование культурной и социальной полифонии народов Евразии, что полностью соответствовало традициям североиранского мира и, соответственно, его мировосприятию. Решению этой глобальной задачи и посвятил всего себя Иосиф Сталин. Именно этим обстоятельством было продиктовано его решение покинуть Тифлисскую духовную семинарию и не становиться проповедником библейской догматики, рассматривающей человека исключительно в качестве раба Божьего, а не героя. Таким образом, интеллектуал Сталин еще в детском возрасте, заслушиваясь рассказами своего отца о героических нартах, их небесных покровителях, дзуарах, интуитивно осознал, что в жизни надо быть, а не казаться. Отсюда, по всей видимости, проистекает его неудержимое стремление к подвигу во имя высоких целей и идеалов.
Поэтому в рассматриваемом контексте важно не то, какое окончание было у фамилии, которую носил политик Сталин, что было написано в официальной биографии отца народов, а то, кем он был по своему психотипу и архетипу, какие ценностные ориентиры двигали его поступками, что в итоге и предопределило общую модель его поведения. Директор Института национального развития имени Саражон Азбагатара, профессор Хадзимат Занайте.